По сообщениям Xinjiang News Network от 13 марта, 500 молодых уйгуров были сосланы из Яркентского района Восточного Туркестана в город Корла. С момента вторжения в Восточный Туркестан Коммунистическая партия Китая продолжает осуществлять план по уничтожению народа уйгурского региона путем ассимиляции. За последние 3 года под предлогом трудоустройства Пекин активизировал усилия по отправке уйгуров и других тюрков во внутренние провинции, где используют их в качестве дешевой рабочей силы. Китай пытается разрушить семьи мусульман путем принудительного переселения людей в другие части Восточного Туркестана. Большинство ссыльных были жителями 2-го района поселка Сайбаг. Примечательным является то, что во время высылки молодые люди были одеты в форму, похожую на тюремную. На 43-й сессии Совета ООН по правам человека прозвучал призыв к мировому сообществу пресечь Китай из-за преступлений против человечества. Выступая от имени Европейской ассоциации еврейских студентов, исследователь Райан Берри сделал следующее заявление. Китай совершил преступление против человечества, поместив в лагеря перевоспитания более 3 миллионов ни в чем не повинных уйгуров, казахов и других тюрков. Напомнив, что Китай создал эти лагеря для ассимиляции и уничтожения тюрков, и говоря о произвольных обвинениях, арестах, пытках, принудительном труде и серьезных нарушениях прав человека в уйгурском регионе, Райан Берри осудил и Совет ООН по правам человека. В конце выступления он выразил надежду на то, что данный вопрос станет приоритетом ООН. После заявления представителя Министерства иностранных дел Китая относительно того, что США виновны в вспышке эпидемии в Ухане, Государственный департамент США вызвал в Министерство посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Цао Личьен заявил, что не исключает вероятность того, что вирус был завезен в Ухань американскими военными. В свою очередь, советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен обвинил Китай в сокрытии эпидемии, подчеркнув, что это стало причиной того, что мир принял меры по борьбе с эпидемией на 2 месяца позже. Число людей, зараженных новым типом коронавируса, который появился в городе Ухань китайской провинции Хубэй, достигло 160 тысяч. За последние сутки количество погибших в Италии выросло на 368 и составило 1809 человек. Общее число зафиксированных случаев достигло 24 747. Улицы Италии, которые до недавнего времени кишали туристами, опустели. В Испании было объявлено о чрезвычайном положении. Число смертей увеличилось до 288, а количество инфицированных достигло 7753. По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, число людей, инфицированных коронавирусом, увеличилось на 900 и достигло 5400 человек. 400 инфицированных прошли интенсивную терапию, 29 из которых погибли. Общее количество жертв эпидемии во Франции составило 120 человек. В связи с 9-м годом с начала сирийской войны США, Англия, Франция и Германия призвали сирийский режим и его сторонников остановить массовые убийства. В заявлении было указано, что народ Сирии вышел на улицы с законными требованиями 9 лет назад, и что режим Асада ответил на это насилием, произвольными арестами и пытками, в результате чего погибло около 500 тысяч человек и свыше 11 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. Представители «четверки» заявили, что все, кто причастен к гуманитарному кризису и преступлениям против человечества в Сирии, предстанут перед судом.